Сезон сладкой ягоды открыт. В Якутске стартовали продажи арбузов. Почем нынче одно из главных летних угощений и как правильно выбрать самый сладкий и спелый арбуз, знает Петр Васильев. Самый настоящий полосатый ажиотаж на прилавках крестьянского рынка в самом разгаре сезона арбузов. География их более чем обширная. Есть и всеми знакомые казахстанские и узбекские арбузы, есть и новинки – арбузы дагестанские. Спор о том, что же все-таки есть такой арбуз, фрукт или ягода, стар как мир. Одно известно точно – арбуз – культура бахчевая, зреет она лежа на земле. И на том самом месте, где арбуз соприкасается с землей, образуется такое небольшое круглое желтое пятно, которое ласково называют щечка. Именно по этой щечке можно, кстати, тоже определить, насколько спел арбуз. Вот смотрите, такая щечка должна быть небольшой по размеру и желтого цвета. Это значит, что внутри фрукт спелый и, самое главное, сладкий. Для многих выбор арбуза своего рода лотерея. Соответственно, и методы для определения спелости используют самые разные. Арбузы вращают, поднимают, сжимают. Однако специалисты говорят, что есть всего один самый верный способ определить зрелость арбуза. Постучить и по звонку. На всех арбузах есть желтая пряточка, потому что они же, когда вот эти стороны, они на земле лежат, поэтому желтое пятно. А так позвонче, вот. Смотрите, уже дагестанские арбузы поступили. Вот эти светлые – это узбекские. Агрономы, в свою очередь, говорят, что арбуз нужно знать в лицо. В процессе созревания его корочка становится более матовой, а его спелости, говорят, его яркие и четкие полосы. Именно такие плоды, по словам овощеводов, и стоит забирать с прилавков. Что касается цен на этих самых прилавках, то арбузы родом из Дагестана можно приобрести за 80-90 рублей за килограмм. Казахские арбузы обойдутся в 120-135 рублей за килограмм в зависимости от продавца. Цены на узбекские арбузы начинаются от 90 рублей. Арбузов, выращенных в Якутии, на рынке пока нет. Не сезон, отмечают продавцы. Фермерские хозяйства выращивают их в пригородах столицы и начнут свои поставки ближе к середине августа. Каждый год голландские сорта новые завозим и как бы до сих пор экспериментируем. У них постоянно селекция меняется, поэтому каждый год новые, все раньше и раньше есть сорта, которые получаются. Эксперты, кстати, не советуют покупать разрезанный арбуз или просить отрезать от целого кусочек, чтобы попробовать. Бактерии с непомытой кожуры арбуза вполне спокойно могут попасть на мякоть. Лучше воспользоваться советами, выбрать понравившийся арбуз на рынке целиком и полностью насладиться его вкусом уже дома или на природе. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск.